Президент идет под суд. Трамп жестко прошелся по Байдену и Зеленскому. И, наконец-то, посчитаны российские потери в войне. Цифра вас удивит. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самое важное и интересные новости. Газовая развилка. Европа снова смотрит на Россию. «Газпром» вернется? Еще одно тело на белорусской границе. С начала года уже 4-й случай. Кэти Перри и девичник в космосе. Первый в истории полностью женский полет. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Мясорубка Путина продолжает работать. Россия теряет людей с пугающей скоростью. С начала широкомасштабного вторжения в Украину почти 1 миллион потерь. Только вдумайтесь, по оценке британской разведки, за 3 года Россия, вероятно, потеряла более 920 тысяч человек. Из них 138 тысяч убиты и ранены только в 2025 году. Показатели шокируют. В марте россияне теряли по 1300 человек в день. Для сравнения, еще в феврале было 1250, а в конце 2024 года вообще до 1600 ежедневно. Это как будто каждый день исчезает небольшая деревня. Давайте сравним. Весной 2024 года потери редко превышали 1000 в сутки. Теперь это уже новая норма. Российские войска, вероятно, пытаются восстановить наступательный темп после периода относительного затишья в начале года. И все это при практически замершей линии фронта, то есть границы не двигаются, а потери растут. В начале апреля снова рост. Это значит только одно: Кремль снова бросает армию в атаку, не считаясь с жертвами. Громкий поворот в энергетической политике ЕС. Европейские компании начали обсуждать возможное возвращение к российскому газу. Причина совсем не любовь к «Газпрому», но страх перед США. По данным Reuters, в ЕС серьезно опасаются, что Трамп начнет использовать поставки американского СПГ как инструмент давления на Европу. Он уже показал зубы, требует платить больше, угрожает союзникам, давит на Германию, заливает все угрозами об отказе от поддержки Украины. А у «Газпрома» только за 2024 год убытков на более чем 1 триллион рублей. ЕС зажат между дорогим, но политически токсичным российским газом и дорогим, но политически капризным американским. В таких условиях все чаще звучит идея: может, стоит вернуться к «Газпрому» хотя бы частично, на время. Особенно если удастся добиться перемирия в Украине. Но с другой стороны, ЕС готовит новый пакет санкций против энергетики. Но вот будут ли они действовать? Спросили об этом политолога Александра Морозова. Кроме санкций, если не вести прямые военные действия, возможностей не так и много. Поэтому всегда говорил, что санкции – это некоторая альтернатива военным действиям. И эта ситуация сохраняется до сих пор, потому что, несмотря на то, что конкретно каждый пакет санкций не содержит какой-то окончательной угрозы для Кремля и не может заставить Кремль отказаться от войны. Но, тем не менее, наращивание санкций, несомненно, ведет к истощению российской экономики. Да, многие говорят, что даже в истощенном состоянии Россия будет в состоянии вести войну. Путин, во всяком случае, будет продолжать свои действия, так как он их ведет. А как вы думаете, удастся ли избежать возвращения «Газпрома» в Европу? Пишите в комментариях свои мысли, это правда очень важно. Брюссель меняет правила игры. Громкое заявление. Еврокомиссия предлагает полностью экономически интегрировать Украину в ЕС еще до ее формального вступления в Союз. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто. И это может стать историческим поворотом, если это правда, а не продолжение игр с электоратом. Что это означает? Это означает, что Украина может получить доступ к европейскому рынку, инвестициям и программам поддержки, как будто она уже член Союза. Это обход стандартных правил, по которым другие страны ждали годами. Это сигнал Москве: ЕС не отступит, даже если Украина официально не внутри клуба. Но вместе с тем Венгрия не поддерживает все проукраинские инициативы, к примеру, санкции против поставок российских энергоносителей. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу.
Трамп спихнул всю вину на Байдена и Зеленского. Первого назвал коррупционером, второй, по мнению президента США, тоже виновен в начале войны. Выглядит так, будто бы бедный Путин был вынужден начать воевать, и все из-за Байдена и Зеленского. Было миллион способов восстановить Кремль до вторжения, но теперь, как он пишет, дело сделано, и надо думать не о прошлом, а о том, как скорее закончить бойню. Президент Зеленский и нечестный Джо Байден проделали совершенно ужасную работу, позволив этому фарсу начаться. Существовало так много способов предотвратить начало войны, но это в прошлом. Теперь мы должны сделать так, чтобы это прекратилось и как можно скорее. Но вот в ЕС, например, с ним не совсем согласны. Там призывают усилить давление на Россию, а не наоборот. Я думаю, что мы должны оказать давление, максимальное давление на Россию, чтобы она действительно прекратила эту войну. Потому что для того, чтобы хотеть мира, нужны двое, а для того, чтобы хотеть войны, нужен только один. Мы видим, что Россия действительно хочет войны, и все, кто хочет, чтобы убийства прекратились, должны оказать максимальное давление на Россию. Мы поговорили о том, что может сделать Трамп, заявляя, что готов быстро положить конец войне, и могут ли его громкие слова воплотиться в жизнь, с политологом Александром Морозовым. Первый вариант, что Соединенные Штаты просто отодвинутся. Дональд Трамп скажет, что он сделал все, что мог, но результата нет и будет заниматься другими делами. Либо Трамп воспримет, и администрация Трампа воспримет действия Путина как обидные для себя, недопустимые, и будет вырабатывать новый пакет мер. Но, к сожалению, на данный момент пока не видно, чтобы этот новый пакет мер вырабатывался. Так что я думаю, что многие настроены пессимистично в этом смысле и не без оснований. Скорее всего, Дональд Трамп махнет рукой, и тогда вопрос о будущем целиком перейдет в руки Европы, не только Европы, но и такого глобального альянса поддержки Украины, куда входит и Япония, и Австралия, независимо от позиции США, этот альянс поддержки Украины сохранится. Суд над экс-президентом Южной Кореи, бывший президент Йон Сук Йоль, тот самый, который когда-то был главным прокурором страны, теперь сам на скамье подсудимых. Его обвиняют не просто в злоупотреблении властью, а в попытке устроить настоящий переворот. Суд стартовал 14 апреля, и атмосфера уже на грани политического триллера. В конце прошлого года Юн внезапно ввел в военное положение. 6 часов, именно столько длилась его мини-диктатура, прежде чем он отступил под давлением парламента и разъяренных граждан. Но и этого хватило. Парламент заблокирован, протесты на улицах, страна на грани, а теперь еще и уголовное дело. В ходе судебного разбирательства мы полностью объясним, почему президент должен был объявить чрезвычайное военное положение, что является его конституционными полномочиями. Если законность чрезвычайного военного положения будет признана, поскольку сейчас прокуроры рассматривают военное положение как мятеж, мы считаем, что можно доказать, что это не должно рассматриваться как преступление в первую очередь. Йон Сук Йоль оправдывается, говорит, что не хотел никого свергать, все было в рамках закона. Адвокаты настаивают, речь идет о споре о законности, а не о мятеже. Конституционный суд уже отстранил Юна от власти, а Южная Корея – демократическая страна, где даже президент не может позволить себе играть в диктатора. Процесс только начался, но он уже стал прецедентом и тревожным сигналом не только для Сеула, но и для всего региона. Белорусские пограничники нашли тело мужчины без документов в Верхнедвинском районе, рядом с границей с Латвией. Нашли 12 апреля, но сообщили только через 2 дня. Почему тянули, не говорят. Следком называют погибшего мигрантом, хотя официального подтверждения нет, но им-то виднее. Причина смерти неизвестна, назначена экспертиза. С начала 2025 года это уже 4-й труп на границе Беларуси и ЕС, получается по одному в месяц. С 2021 года не менее 116 погибших, по данным Human Constanta. Людей заманивают через Беларусь на так называемый путь в Европу, а потом бросают между границами. Европа не принимает, режим делает вид, что он ни при чем. Первый девичник в космосе, поп-звезда Кэти Перри, слетала в суборбитальный полет на борту ракеты New Shepard от компании Blue Origin.
Вместе с ней только женщины. Это первый в истории полностью женский экипаж, и он уже вошел в историю. Вместе с певицей полетели Лорен Санчес, журналистка и невеста Джеффа Безоса, Гейл Кинг, звезда американского телевидения, Аиша Боу, инженер НАСА, Аманда Нгуен, правозащитница и номинантка на Нобелевскую премию, и Корианна Флинн, продюсер. Перри после приземления сказала, что мечтает, чтобы этот полет вдохновил девочек по всему миру. Говорит, вы можете быть кем хотите, хоть в космос слетать. I feel super connected to love. Я чувствую невероятную связь с любовью, просто полностью ею пронизана. Мне кажется, этот опыт показал. Ты даже не представляешь, сколько в тебе любви, сколько ты можешь отдать и насколько ты сам любим до того момента, как стартуешь. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.